Да, всем привет. Меня зовут Илья Варламов. У меня нету лекции, нету темы, я не знаю, что говорить. Я честно пытался вот у организатора форума узнать, о чем делать лекцию. Мне сказали, совершенно все равно, потому что людей согнали, они будут хлопать 2-3 раза, и им все равно о чем слушать. Я хотел вчера подготовиться, собрать слайды, у меня есть там всякие разные презентации по городским проектам, и по моему блогу, и по путешествиям. Но, к сожалению, опять же, организаторы этого прекрасного форума поселили участников в отель, и нет интернета. Я за последние 4 года я объехал, по-моему, 150 стран, последний раз я считал. Вот, на всех континентах, был в самых бедных странах Африки, не знаю, Центральной Америки и так далее. И могу сказать, что даже в самой какой-то африканской жопе, даже в Сомали, всегда там в отеле за $20 нету ничего, кроме бетонного мешка, москитной сетки, но всегда есть Wi-Fi. Он часто не работает, он иногда, почти всегда он очень медленный, им невозможно пользоваться, но он как бы есть, как нечто там само собой разумеющееся, как электричество, как вода. Вот. И первый раз вот за многие годы я встретился в гостинице, где интернет не то что не работает, его нету вообще. Я потом, да, захотел, я в Твиттере писал эту забавную историю, захотел позвонить по телефону, узнать, где найти интернет, а еще телефона нет. Вот. Поэтому я извиняюсь, если кто-то ожидал увидеть красивые слайды, сегодня это не получится, буду вам так что-нибудь рассказывать. Поскольку у меня нету темы, но хочется, чтобы вам было интересно, если вы мне сейчас в 2 словах объясните, вообще, кто вы, чем занимаетесь и какие у вас интересы, я смогу подстроиться и что-нибудь для вас рассказать. Просто у меня много разных тем, я могу по кулинарии, там мастер-класс провести, рассказать, как там стейки делать или еще что-то. Могу про путешествия, могу про блог, про журналистику, про какой-нибудь городской активизм, городские проекты, про политику, про Крым, про Майдан, еще что-то. Так, сейчас нам как-то обратную связь нам установить. А давайте, вы сейчас будете хлопать. Вы как-нибудь громко, вот на раз, два, три скажите, кто вы, хорошо? Давайте, раз, два, три. Вот, журналисты. Давайте так, журналисты хлопните 2 раза. А теперь не журналисты 2 раза. Так, смотрите, половину мы высели, у нас половина журналисты. Давайте хорошо, давайте я начну про блог тогда. Блог я завел, по-моему, 5, 6, 7, 8. В общем, как-то давно я завел блог, и меня часто спрашивают, как у меня началось с блогом. Началось случайно, я начал путешествовать, и каждый раз, возвращаясь из очередного путешествия, приходилось массу времени тратить на то, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями, коллегами по работе. И я решил, что время никак нерационально используется, и нужно где-то выкладывать и писать. Зашел на какой-то сайт и увидел, что LiveJournal в плане блогов номер 1 в России, и решил там блог завести. Со временем обнаружил, что мои заметки начинают читать не только друзья, знакомые. Помню, у меня было там 100 читателей. Все время думал, что 1000 читателей, это вот, как любят называть тысячник, да, очень здорово. И 1000 потом было 2 и так далее. Параллельно начал освещать какие-то события актуальные, которые происходили в России. В основном всякие были митинги, околополитические. И так у меня с тех пор 2 темы идет. Это политика, какие-то актуальные события, и путешествия, мое основное хобби. Вот. Как-то, даже не знаю, само собой получилось, что со временем стал самый популярный и посещаемый блог. За последний месяц у меня 5 миллионов уникальных посетителей у блога. Если кто-то из вас примерно разбирается в посещаемости СМИ, то это очень хорошо. Если бы у меня блог был как СМИ участвовал в общих рейтингах, то
бы где-нибудь там в десятке, в двадцатке российских онлайн-СМИ. Да. И сразу хочу спросить, а как вы относитесь к новому закону, по которому блогеров, у которых... Хороший вопрос. Я ждал. Спасибо. И они обязаны будут выполнять те же требования, что и для СМИ. Да, я понял вопрос. Очень хорошо, что вы задали, потому что у меня есть целый пост про это. Вот, если ты зайдешь ко мне в блог, ты его прочитать. Я как раз для этого сделал блог, чтобы одно и то же много раз не рассказывать. Вот. Ну, ладно, первый раз отвечу, второй раз тоже потом отвечу, если что. Закон, во-первых, он не приравнивает блогеров к СМИ. Насколько я понимаю, это журналисты его так интерпретируют, что блогеры становятся СМИ. Конечно, СМИ-блогеры не становятся, и никто их не приравнивает. Отношусь к этому как полнейшая чушь и ерунда, потому что действующего законодательства вполне хватает, чтобы при необходимости наше государство могло регулировать, в том числе и благосферу, и любого из вас посадить в тюрьму за запись в блоге. Ну, далеко ходить не надо, есть масса примеров. Да, по сжиганию там кого-то где-то. Ну, есть последний пример, вот Алексей Навальный, которого вчера суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за то, что он в своем твиттере назвал депутата наркоманом. Вот. Ну, вот за запись в твиттере человека судили, и то есть, 300 тысяч рублей штрафа могли и посадить. То есть я не вижу с точки зрения государства необходимости вводить какие-то дополнительные законы и регулирования, чтобы этим всем заниматься. Я не думаю, что это будет работать, потому что технически там много проблем, в первую очередь юридических, и как они будут сосуществовать в первую очередь с иностранными социальными сетями. Да, уже сейчас там есть опасения, то, что закроют Google, закроют Facebook, Twitter, потому что по, опять же, новому закону социальные сети должны хранить информацию о своих пользователях на серверах, размещенных в России. Я не думаю, что Google и Facebook на это пойдут. Там Skype, может быть, пойдет, а Google перед китайцами не продвинулся. Если вы знаете, там в Китае был с Google долгий конфликт. Они пытались, чтобы Google соответствовал политике партии и государственной цензуре, но ничего не получилось. Закончилось тем, что китайцы сказали, что Google зарабатывать в Китае не будет, и обрезали все сервисы, где они пытаются как-то зарабатывать. Поэтому кроме Google переводчика практически все остальные сервисы у Google там заблокированы. Даже те, у кого Android, есть этот магазин, не помню, как он называется, и люди, кто хочет легально пользоваться, они уезжают в другие страны, там, покупать приложение, потому что купить в Китае в этом магазине для Android ничего нельзя. Поэтому кончится это, скорее всего, какой-нибудь ерундой, потому что здесь надо понять, что Россия это не Китай, у нас нету ни тех технических, ни финансовых возможностей для того, чтобы как-то податься и спорить с крупными корпорациями, поэтому будут что-то блокировать. Все это будет происходить в ручном режиме, пользы от этого, на мой взгляд, никому не будет. Будет еще проще блокировать сайты и блоги, как сейчас, в принципе, любой сайт уже Роскомнадзор может заблокировать без решения суда, внести его в черные списки. А вы потом будете много месяцев доказывать, что у вас хороший сайт. Но будет то же самое с блогами. Вот. Это, если кратко, про этот закон. Так, на чем я остановился? Про кошки, да. Вот, собственно, блог потихоньку развивался, и теперь, в принципе, я свой блог уже сейчас рассматриваю как авторское СМИ, и в дальнейшем планирую, что он будет двигаться и расти в этом направлении. Я об этом
котором еще никто не знает, вы будете первый. Наверное, с лета я перейду на свой домен, выйду из домена Life Journal. Пока еще какой домен не знаю, потому что до конца не купил, не буду говорить. И буду как-то все это дело развивать как авторское СМИ, может быть, делать это более профессионально. Но в любом случае от формата блога я отходить не буду. У нас в России вообще сложилась уникальная ситуация с блогами и с блогерами, которые нет ни в одной стране мира. То есть то влияние и тот масштаб, который у нас приобрели блоги, я не знаю, чтобы где-то был. Если взять там ту же самую Америку и посмотреть там, то, что у них происходит в том же самом Твиттере, то какое-то более-менее серьезное число читателей есть там только у каких-то звезд, и это все в сторону селебритис или какие-то известные, может быть, политики, там, спортсмены идет. Я помню, когда я 2 года назад ездил в США учиться и обмениваться там знаниями по программе Газдепа, как раз был предвыборный год, и у нас тема называлась «Использование новых технологий, социальных сетей в предвыборный год». И мы там ездили по разным организаторам, и помню, мы приехали в штаб республиканцев, и там какие-то ребята такие: вот мы отвечаем за соцсети республиканцев, мы здесь работаем, у нас есть там Твиттер, мы 2 года ведем этот прекрасный Твиттер, это лучший политический Твиттер у нас в штате, у него там 10 тысяч читателей. И они нам с такой гордостью это говорят, что это вот они добились успеха, что Твиттер не селебритис, там, не конкретного какого-то известного человека, он набрал 10 тысяч читателей, это круто. Хотя, даже мы в России понимаем, что это полная ерунда, и у нас можно гораздо быстрее тех аудиторию набрать. Когда была история, если там помните, с Челябинским метеоритом, до недавнего времени был мой самый популярный пост, хотя я не был свидетелем, а просто делал онлайн у себя в блоге. При этом масса СМИ на меня ссылалась, что вот упал метеорит, уж Варлам это написал. У меня друг в Англии сидит и говорит, что за ерунда происходит. То есть там даже Первый канал ссылается на каких-то блогеров, когда делают новости, говорит, что метеорит упал. У нас в Англии пока там BBC не скажет, никто даже интернет открывать не будет, тем более каким-то блогерам верить. Как вообще можно верить там блогерам? Вот, надо верить нормальным СМИ. У нас произошла перевернутая ситуация, то что нет нормальных СМИ, нету СМИ, которым люди могли бы как-то полностью доверять, есть цензура, есть вот такое зато массовое недоверие, поэтому люди ушли в интернет и в блоги. Даже там, тот же самый успех Алексея Навального как политика, его многие называют блогером, называют его неспроста, потому что, по сути, все то, что делает, до недавнего времени делал Навальный, в другой стране это делали бы традиционные СМИ. То есть вот все вот эти расследования антикоррупционные и все, что он пишет, это обычная журналистская работа, которую бы вели обычные журналисты. Но у нас обычные журналисты себе позволить такого не могут, зато могут позволить блогеры. Поэтому вот надо пользоваться этой прекрасной ситуацией, то, что у блогеров такое внимание и доверие, в отличие от традиционных СМИ, что вот я в том числе и делаю. Скоро ситуация это может измениться. Изменится она тогда, когда появятся нормальные профессиональные средства массовой информации. Сразу же блогер будет никому не интересны. Но или вот сейчас у нас законы ведут, блогеры тоже не смогут писать ни расследования, ни личные данные выкладывать, вот эти все ограничения, которые хотят ввести. Может быть, тогда и блогер станет интересно, но все это трансформируется в какую-то другую историю, потому что у людей все равно есть потребность в получении информации, желательно какой-то объективной. Вот. Это что касается блога. Если есть какие-то вопросы по блогу, давайте я сразу отвечу и пойдем дальше. Сразу вопрос. Хороший вопрос. А почему взял? Да, это тут кондиционер, да? Ладно, окей.
Никто этого не знает, честно. Даже я. Больше мне будет, ну, как... Ну, чтобы каждый раз спрашивали, когда это как ошибки, да, у меня в каждом посте, я когда пишу очень быстро, есть много опечаток, много ошибок, и я сначала публикую, только потом проверяю. Отличная возможность срубить кучу комментариев, пока ты не проверил, потому что тебе все пишут, там, ты ошибся, ты исправь там это. Вот, каждое утро я пишу чат через я, и человек 10 считает своим долгом возмутиться и мне сообщить о том, что я это неправильно пишу. Вот, мне это прямо с утра поднимает настроение. Сразу вопрос, а что вы вкладываете в понятие «нормальные СМИ»? Хороший вопрос. А ты журналист? Нет. Ну, вот видишь, ты не знаешь. А журналисты все такие сразу, блин, да. Потому что они-то понимают. Нормальные СМИ — это СМИ без цензуры. То есть, ну, есть, да, у нас по закону цензура СМИ запрещена, но она, как мы знаем, в последнее время все СМИ, которые хоть как-то пытались что-то писать и освещать, они как-то разгромлены, да, вот последний сегодня там Свет.ру был очень хороший СМИ, и его, ну, понятно, по этим причинам, по политическим, его уничтожили. Ну, как и многие другие средства массовой информации. До этого был «Коммерсант», до этого было еще много других. Ну, СМИ работают, ни для кого не секрет, по определенным правилам. Там, в каждом регионе есть там региональные правила, там все знают, там, кому принадлежит, кто дает бабло. Ну, я не знаю, какая ситуация в Сыктывкаре, но там на общероссийском уровне, к примеру, перед тем, как были выборы у нас президентские, была совершенно там четкая установка по всем СМИ, что нельзя мочить Путина. То есть можно говорить про кого угодно, там, про любых губернаторов, мэров, чиновников любого уровня, но Путина не трогать. Поэтому ни одно СМИ в предвыборную пору Путина не трогало. А те, кто как-то пытался, и с ним потом жестоко расправились. Ну, не в физическом плане, а уволили, закрыли там, и в профессиональном. Вот. Поэтому, ну, в каждом регионе тоже есть определенные установки. Если кто-то из вас где-то работает, вы там знаете, что можно писать о чем угодно, да, но вот губернатора мы не трогаем. Или там домик губернатора мы не трогаем. Ну, поэтому у губернаторов есть домики, и все хорошо. Ну, я не работаю, в смысле, я работаю сам на себя. Зачем мне работать на кого-то, если я могу работать на себя? Я считаю, что я занимаюсь очень профессиональной журналистикой. Что? Я один из самых профессиональных журналистов в России. Нет, серьезно, сложно найти журналиста профессиональнее меня. Ну, я шучу, да, конечно, есть кто и фотографирует лучше, и пишет, но вот чтобы ты фотографировал, и писал, и выкладывал, и сам был себе главным редактором, корректором, бухгалтером, директором и всем остальным, это вот, на мой взгляд, довольно неплохо получается. А к федеральным СМИ вообще никак не отношусь. И если общая ситуация со СМИ в России, то, конечно, она очень печальная. На нее так грустно смотреть. Это такая вот паралимпиада. То есть вроде бы, конечно, праздник какой-то, и все люди хорошие, но ты понимаешь, да, что все это такой вот праздник со слезами на глазах. К сожалению, журналистика в России, она методично год от года убивается, загоняется куда-то, и даже если завтра мы там проснемся в другой стране, то потребуется очень много времени, чтобы воспитать хороших профессиональных журналистов, там, даже те, которые были в 90-х годах. Да, я думаю, если вы сейчас посмотрите, просто когда ты живешь день на день, ты это не замечаешь. Ты смотришь новости, читаешь газеты, смотришь там новое кино, которое снимали, и тебе кажется, что все окей. А потом ты открываешь какую-нибудь там передачу там, из 90-х старую, там, ну, любую, да, может даже там конца 80-х или еще какой-то, ты с ужасом смотришь там, блин, как они могли такие вещи вообще говорить. Ты смотришь там какой-нибудь фильм там 90-х годов, да, вот тот же «Брат»,
и думаешь, блин, там какие сцены, да, сейчас бы там половину съемочной группы бы за экстремизм посадили, половину бы там оштрафовали за разжигание или еще что-то. Вот. И тогда ты понимаешь, как вот у нас все стало печально со свободой. Потому что ну, СМИ, журналистика — это творчество, по большей части. Да? Это, если не брать какую-то протокольную журналистику, когда вы идете, так, как говорится, на ковер, да, снимаете какую-то там тупо пресс-конференцию или освещаете какие-то такие вот протокольные события, а вообще журналистика — это творчество, начиная от того, как вы выбираете тему, как вы ее раскрываете, как вы находите людей, как вы с ними общаетесь. Это же очень интересная штука, когда вы там какие-то истории вытягиваете. Вот, поэтому творчество там, под цензурой, оно работать нормально не может. Поэтому вот все творчество и свободу из журналистики у нас методично выметают, оставляя вот это вот сухое протокольное говно, которое мы вот видим каждый день. Да. Пожалуйста. Илья, расскажи, чем ты зарабатываешь, и сейчас ты находишься на работе или путешествуешь? Хороший вопрос. Вот этим зарабатываю, гастролирую вот, с лекциями. Нет, шучу. Да, абсолютно да, нет. У меня есть свой бизнес, которым я занимаюсь. В каждом посте у меня есть ссылки, прям так называется, чем я занимаюсь. И там описаны все мои проекты, в том числе коммерческие. Ну, естественно, зачем стоять на месте? Нужно каждый день жить так, чтобы заниматься интересным тебе делом. Сегодня тебе интересно одно, а завтра другое. Вот, это очень здорово. Я не люблю зацикливаться больше нескольких лет на каком-то одном деле. Поэтому у меня есть бизнес, который позволяет мне путешествовать и ничего не делать вообще. Вот, этим я и занимаюсь. А так это позволяет мне заниматься какой-то общественно-политической деятельностью, путешествовать и вести блог. Ну, хотя, в принципе, блог — это, многие считают, что блог — это тоже работа, и сейчас могу, конечно, так опять нескромно сказать, что у меня, наверное, один из самых успешных в коммерческом плане блогов в России. Я не знаю точно по поводу Артемия Лебедева, но где-то, можно сказать, наши два блога в финансовом плане — это номер один среди тех, кто смог как-то монетизировать свой ресурс. Вот, поэтому это тоже немножко помогает в плане путешествий и всего остального. Что? Как монетизировать? Размещать рекламу. Есть два варианта, да, ты можешь, первый — это идти по коммерческой истории и размещать просто коммерческую рекламу, как это делаю я. У меня сегодня вышел, да, я гулял по Сыктывкару, у меня вышел прекрасный пост про кошачий туалет. Кто это видел? Да? Вот кто-то видел, видите? Здорово. Автоматический кошачий горшок, чудо-тема. Вот вышел рекламный пост. Вторая история, ты можешь по политической линии его монетизировать, пойти к губернатору сказать, ну или к мэру, или еще кому-то, что вот у меня есть, или к врагам мэра, сказать, у меня есть прекрасный медиаресурс, его ежедневно смотрят 10% жителей города, и я бы мог как-то помогать вам в ваших политических целях. Для этого давайте мне деньги, зарплату. Ну, это самый простой способ, и большинство блогеров сегодня идут, к моему большому сожалению, по этому пути. Вот. Но коммерчески всегда интереснее, честнее и гораздо перспективнее. Потому что это не одноразовая история. Политическая продажа — это одноразовая история, почти всегда. Есть, конечно, такие слизни, которые умудряются по несколько раз потом перепродавать, но большинство — это одноразово. Как раскрутить свой блог? То есть вот мы начинаем учебу в самом начале, и как нам сделать так, чтобы нас не читали? Ну, можно, если самый быстрый, простой способ, да, сделать какую-нибудь там провокацию, да, ты можешь что-нибудь предложить, на тебя заведут уголовное дело, штрафуют на 300 тысяч, и потом ты станешь популярным блогером сразу. Самый простой способ раскрутить блог — это делать уникальный, интересный авторский контент. Если ты посмотришь, например, на площадку LiveJournal, то очень
ну, все думают, да, что уже с нуля начинать нет смысла, уже там есть определенные там блогеры, которые давно ведут, уже стали известны и интересны. Это, ну, это полная ерунда, потому что масса блогов, они появились там за последние 2-3 года, ну, и постоянно появляются. И люди, которые могут делать уникальный, интересный контент, они очень быстро становятся известны, популярны, причем совершенно в разных областях. Да, есть шпиленок, которые выкладывают фотографии из заповедников с лисичками и медведями. Есть там проститутка Кэт, которая там пишет истории там, про секс там, и про отношения. И оба этих совершенно разных блогера, они начали практически с нуля и за последние 2 года стали довольно успешны, в том числе и в коммерческом плане. На блоге проститутка Кэт зарабатывают порядка 20-30 тысяч долларов в месяц сейчас, не считая там книг, там всего остального. Ну, это как бы, то есть, не обязательно идти именно по такому пути, да, но там смысл в том, что это должен быть интересный авторский контент. Если есть что рассказать из какой-нибудь области, welcome, и люди тебя заметят, будут обязательно читать. Или еще, например, блогер... Тут, подожди, сейчас мы... Да, вот девушка сейчас, да. Это, например, пост, в котором вы высказались по поводу приравнивания блогеров к СМИ. И там была такая фраза, что вы одним репостом можете набрать для человека 300 тысяч читателей. И, в общем, сам вопрос, как относитесь к людям, которые за ваш счет пытаются охватить немножечко славы? Я не знаю таких людей. Я ко всем людям хорошо отношусь и не замечаю никаких корыстных интересов. Как независимому блогеру бывают претензии, предъявы какие-нибудь от властей, например, от участников акций, которые ты освещаешь? Претензии есть всегда. Когда ты пишешь вообще совершенно любой пост, вот я сейчас напишу пост про Сыктывкар, и будет масса претензий со всех сторон, там, и от властей, и от людей. Очень забавная была история в Твери, когда мы просто там с Максимом Кацем, моим партнером по городским проектам, поехали в Тверь на день. Это была такая у нас однодневная поездка. Погуляли по Твери, пофотографировали, я написал 2 поста, плохая, хорошая Тверь, и вызвал нереальный просто ажиотаж в Твери, там выход администрации, губернаторских блогеров. Меня сразу начали там обвинять, ну, первое, да, кто заплатил, да, кто заплатил, что почему именно в Тверь, там, не во Владимире, не в Ярославле, не в Сыктывкар, а именно в Тверь. И почему он специально пошел искать там именно всякое говно и мусор. То есть простой человек же не поедет в Тверь, чтобы снять помойку, значит, кто-то заплатил, значит, кто-то за этим стоит. Наверняка это враги губернатора и какие-то бизнесмены. Ну, практически каждый раз люди ищут подвох, потому что, ну, во-первых, теория заговора очень такая благодатная тема, и все верят, что и на Луну никто не высаживался, и Кеннеди не убили, вот, и что Единая Россия выборы честно выиграла. И поэтому, когда ты что-то говоришь, в мире находится масса людей, которые начинают искать какую-то подоплеку, почему так произошло. Как ты реагируешь на это? Абсолютно никак. Как на это можно реагировать? А вот, например, лично ты освещаешь, например, погромы, там, акции националистов, не боишься, что они там, из-за тебя доберутся, так сказать? Ну, доберутся что? Что рано или поздно они придут громить мой дом, но вполне возможно. Нет, ты напишешь не так. У меня, ты понимаешь, у меня была масса предъяв, они идут постоянно там, ну, на кого Варламов работает, да? Вот я сейчас вот здесь стою и заметил, что здесь стоит Росмолодежь. У вас вот эта штучка. Когда меня все приглашали, мне позвонила девушка, сказала, ну, вот у нас такой прекрасный форум, в Сыктывкаре, не хотите ли приехать? Я говорю, ну, конечно, да, в Сыктывкаре не был, почти сразу согласился. Я говорю, ну, мы за лекцию, конечно, можем заплатить, но у нас там 10 тысяч, еще что-то сказал. Я честно отказался, потому что, ну, это не те деньги, за которые я езжу читать лекции, поэтому он сказал, что я приеду бесплатно прочитаю, и, ну, у меня стал интерес погулять, посмотреть город, в котором я не был. Только из-за этого. Если бы я в Сыктывкаре был до этого, я бы все не приехал никогда в жизни. А сейчас я
смотрю, здесь есть Росмолодежь. Вот, и на 100% я уверен, что там не сегодня-завтра в политической тусовочке начнется бурное обсуждение, что Варламов по приглашению Росмолодежи читает лекции там на их форуме, там мерзкий селигерыш там или путинская там эта подстилка, ну и все остальное, да, то есть я думаю, вы примерно понимаете риторику там оппонентов с двух сторон, хотя там еще вчера, после того, как я там снимал Майдан, я там был главный там на захвате у Госдепа, и предатель, и пятая колонна, и так далее. Поэтому на это я никак не реагирую, это происходит постоянно, и невозможно под это подстраиваться. Как только ты начинаешь думать, как кого не обидеть, как там аккуратненько написать, чтобы про тебя никто ничего не подумал, у тебя получится вместо постов и материалов вот, то самое сухое протокольное говно, к которому сейчас вот все журналисты пытаются приучить. Это будет статья из Википедии, да, вот принцип Википедии — это никого не обидеть. Каждая фраза, она там подкреплена ссылкой, никаких эмоций, никаких вольностей, никаких интерпретаций, а все должно быть вот сухо, четко, ну, как энциклопедическая заметка. Это никому не нужно, поэтому я считаю, что репортажи должны быть эмоциональными, яркими, с активной позицией автора. Естественно, позиция не должна всем нравиться. Спасибо. Поэтому заранее перед всеми извиняюсь, если я обижусь своим постом. Что? Нет, не был, первый раз. Здравствуйте, Илья. Сейчас человек договорит и... Да, плохо слышно. Вот молодой человек спрашивает, был ли я в Сыктывкаре, и ему уже понятно, что я напишу. Голубец, как ты можешь? Прекрасный город. Ты думаешь, я плохо напишу? Нет, не в этом дело. Ну, приблизительно можно понять, да, какие ваши отзывы там. Ну, какие у меня отзывы? Нельзя понять. Прекрасный Сыктывкар. Вообще удивительно. То, что аэропорт в городе, понимаешь, в аэропорт, выходишь из аэропорта, и ты у себя дома. Прям вот можно в тапочках прилетать и улетать. В Египет летишь зимой в шортах. Выходишь из подъезда, быстро в аэропорт, в самолет, и ты в Египет. Не надо вещи даже с собой брать. Что чекай. Удивительный город. А самое, ну подожди, можно я про Сыктывкар похвалю? Что ты перебиваешь? Самое крутое, это вот эта вот птица, которая на гербе расположена. Я начал уже интересоваться, хотел себе футболку с ней купить. Особенно, когда я так понимаю, это республиканская администрация здания, там два герба, угол орел, вот эта вот птица, вот насколько круто эта птица смотрится рядом с угловым орлом. Прямо реально захотелось какую-нибудь футболку, себе платочек и какую-нибудь сувенирку с ней. Я еще не было времени, надеюсь, что-нибудь найду. Вот прямо кайф, вот эти вот узорчики, ну, действительно очень душевный мир. Поэтому я не знаю, что ты там думаешь, что я напишу про Сыктывкар. Да. У тебя может, да, там молодой человек? Дмитрий, город Сыктывкар. Вот скажите, пожалуйста, Илья, уделяете ли вы внимание американским провокациям, которые бесконечно летят в сторону России сейчас? Потому что, типа, Америка сейчас активно поддерживает боевиков на Украине, в итоге там дело может дойти практически до гражданской войны. Так, давай разберемся. Хороший вопрос. Подождите, не отнимайте микрофон, это же тема для дискуссии. Кого Америка поддерживает? Боевиков. А боевики это кто? Ну, те, кто, как бы они сейчас бросают, так сказать, оружие против народа, которые... А ты откуда это знаешь? Ну, ты был на Украине? Новостях. Нет, а ты на Украине сам был? Нет. А в Киеве? Да не, я... Да, ну правильно, зачем? Да, То есть... я предпочитаю держать в стороне постоянно. Это очень правильно. То есть ты полностью... Раз. Все, меня отключили? Отключили. А ты полностью доверяешь тому, что тебе показывают по телевизору? Да нет. Я, конечно, думаю, что там все, конечно, врут. Так, подожди. Поэтому я как-то Первый канал-то не особо верю. Но, по крайней мере, они так. Вот, слушай, я читал, я как бы не знаю, да, потому что я сейчас с тобой говорю
как телезритель с телезрителем. Я читал, что есть провокаторы и боевики, которых Россия поддерживает. Как ты думаешь, есть такое или нет? Ну, провокаторы, боевики, которых поддерживает Россия, это вряд ли. Ну да, я тоже так считаю. Потому что сейчас... Там ведущий говорил, у вас не гавно, видно, что врет, да. Скорее, их Америка сейчас поддерживает. Америка, да. Потому что они постоянно, вон санкции против нас уже вводят. Да ты что? Ни к чему хорошему для них это не приводит. Слушай, не, я считаю, что Америку на самом деле мы взрастили. Вот этого гада, врага вот этого. Потому что сколько денег вот наши чиновники, наши там бизнесмены и даже ты плавишь Америке постоянно. Я слышал, что когда открылся в Сыктывкаре Макдональдс, там люди дверь сломали. Раз. Когда в Сыктывкаре Макдональдс открылся, люди сломали дверь. Раз. Правда, что дверь сломали в Макдональдсе? Да. Видишь, кто кормит Америку? Сыктывкар кормит Америку. А что ты сейчас удивляешься? Конечно, они щупальцы свои-то распустили. Это вся Россия. Конечно. Я думаю, ты тоже там был. Макдональдс. Макдональдс ходишь? Макдональдс ходишь? Нет. Не был никогда? Нет. Правильно. Вот. Ты молодец. Отстой слитый с Запада не ем. Молодец. Не, очень круто, да. Мне кажется, тебе надо меньше смотреть телевизор и больше думать и анализировать ситуацию самому. Стараюсь новости не смотреть, но, честно говоря, политических новостей уже тошнит. Правильно. Спасибо. Алексей? Сейчас, да. Алексей, вы когда про комментацию влогу, вы немного отметили вот так презрительно, ну это понятно. Подожди, стоп. Вопрос вообще, какая-нибудь информация полезная в каком-то деле, не знаю, там, оценки эффектов, чему вы вообще как-нибудь комментарии смотрите? Ты знаешь, с комментариями очень странная штука происходит, потому что комментарий пишут примерно... Блин, а нет микрофона нормально как-то? Раз, вот. С комментариями происходит дурацкая история, потому что, по моим оценкам, пишут комментарии... Это, да, получится? Раз, вот. Комментарии где-то 0,5%, может, надо так ближе говорить? Дальше. 0,5% тех, кто тебя читает. И большинство этих людей, они немножко такие странные. Я когда-то начинал вести блог, и когда он у меня стал более-менее популярный, мне позвонили родители, и у меня мама очень переживала. Ты видел, там про тебя пишут, тебя какие-то там называют там плохими словами. Мы там начали все переживать, это же ужас такой, как вот тебя так и что-то угрожают, или еще что-то. Вот. Но со временем я смог объяснить, что комментарии не надо читать, не надо на них реагировать, потому что большинство людей их не пишет. Поэтому, что касается обратной связи, для меня гораздо важнее отзывы моих друзей, там, людей, чье мнение для меня важно. И, я там с удовольствием готов обсуждать свои посты с друзьями, знакомыми в какой-нибудь профессиональной среде, чем с комментариями. Комментарий — такое легкое общение, много троллей, там, можно повеселиться, можно кого-нибудь там потроллить, пока все это у нас еще анонимно, безнаказанно, такая вот небольшая свобода. Поэтому как серьезно не воспринимаю. Вот. Ну и это, конечно, попадает очень интересно. Да, давайте вот у кого микрофон, тот и говорит, потому что происходит какая-то несогласованная история. Да. Не обязательно в моем блоге, есть несколько вечных тем, да, это тема религии, которую я стараюсь не обсуждать, у меня есть небольшая внутренняя самоцензура, я там не высказываюсь на религиозные темы, чтобы не оскорблять чувства верующих, это никак не связано с законом, просто я там уважительно отношусь к своим читателям, и есть там чувства, которые я готов оскорблять, а есть, которые не готов. Чувства верующих я оскорблять не готов, личное дело каждого, поэтому на религиозные темы стараюсь не писать. Одной рейтинговой темы у меня меньше.
Есть тема геев и все, что связано с однополыми отношениями, супер вообще в медийном плане, заходят на Урале всегда. Тема национальные все прекрасно. Ну, сейчас, конечно, тема номер один — это Украина и все, что связано с конфликтом на Украине. Вот. К сожалению, темы, которые кажутся мне интересными, сложными и дорогими там, в плане подготовки, какие-то там путешествия, городские, какие-нибудь статьи, на которые ты тратишь много времени, сил, их мало кто читает, мало распространяет, потому что, твоя постоянная аудитория их смотрит, конечно, изучает, но большинству кажется, это не то, что стоит как-то читать или распространять. Поэтому периодически, чтобы так поддерживать рейтинг, приходится высказывать там актуальные события. Вот, как-то так. Да, я тоже мучился с ним. Да. Не, надо громко и прямо в него. Слышно? Да. Я Света из города Северодвинска. А знаете такой город? Нет. Архангельская область. Знаю, теперь знаю. В общем, хотела бы спросить, а вы свой блог лет через 30, через 50 каким видите? Он не превратится в мемуары? Что вы вообще думаете об этом? Я думаю, доживу до этого времени нет. Ты знаешь, блог такая однодневная история, я его пишу не для того, чтобы перечитывать. Я без понятия, во что он превратится, и у меня там никакой концепции на этот счет нет. Илья, здравствуйте еще раз. Кстати, забыл представиться, меня зовут Александр Шугров, я живу в Санкт-Петербурге. У меня к вам вопрос. Я знаю, что... Тебе без микрофона можно. Я знаю, что вы продвигали свою кандидатуру на пост мэра Омска, но потом сняли. И у меня вопрос, а если бы вы все-таки стали мэром Омска, то как вы думаете, как бы изменился ваш блог? Прекрасная история про Омск. Это вообще лучшее событие в моей жизни. Я хотел стать мэром Омска. Ты не слышал про эту историю? Или... Да, я даже помню картинку, там две птицы, Илья Варламов и Амич. И этот Амич говорит, ты должен навести здесь красоту. О нет, точнее, пора в порядок привести всю эту красоту, а Илья Варламов отвечает, поверь мне, Амич, я не подведу. Так, не мог ты без микрофона можешь, очень громко. По поводу Омска. Совершенно случайно получилось, как-то вечером мне в твиттер пишут: Илья, не хотел бы ты стать мэром Омска? Ну, я, естественно. Я вообще кроме голодовки, поэтому я сразу согласился. И там были праймерис, онлайн, в которые меня записали. Причем я никак это не анонсировал, все писал, это было как-то, спонтанно по приколу. И потом я внезапно выиграл эти праймерис. И мне сказали, все, ты теперь наш общегражданский кандидат, и ты должен теперь идти в мэры. Весь прикол в том, что я до этого в Омске был всего один раз, проездом, ночью, ничего не помню, да вообще. То есть ты сидишь в Москве, и тебе говорят, ты будешь мэром, участвовать в выборах мэра города, и ты никогда не был. Пришлось ехать туда, там все очень удивились. Вообще это было прикольно, потому что в Омске такая странная политическая ситуация. Там совершенно отсутствует не то, что оппозиция, но вообще отсутствует политика. И, в принципе, выборы мэра, которые прошли, они показали, что людям это было как совершенно все равно. Там была одна из самых низких явок на выборах в России. По-моему, 13% всего пришло на выборы. И нынешнего мэра из миллионного города, там, по-моему, 900, почти миллион зарегистрированных избирателей, 90 тысяч человек выбрали себе мэра из миллиона. То есть вы понимаете, что это как совсем от безысходности, скорее всего, там бюджетники с нефтезавода, которых согнали, так и быть, они поставили галочку. Такое болото, безысходность, вот все картинки про Омск, которые рисуют, с этой омской птицей, что из Омска нельзя уехать. Такой грустный, депрессивный город, люди, которые не верят, что что-то может произойти, поэтому своим участием в выборах это была в первую очередь такая
какая-то провокационно-художественная, не знаю, акция, как хотите это называйте, основной целью которого было как-то всколыхнуть народ, завлечь молодежь в политику и показать, что политикой можно заниматься. Это не какое-то там грязное дело, которое надо обходить стороной, а это может быть даже весело и интересно. У нас была классная программа, я помню, когда там местная комсомолка выходила с заголовком «Варламов предлагает взорвать кукольный театр». Там на первой полосе, там огромная такая, и там все бабушки сидели такие, там предлагают что-то взрывать у нас будет. Ну, мы классно потроллили весь Омск, омских журналистов, всколыхнули общественность, удалось как-то молодежь мобилизовать, увлечь их всем этим. И после нашего оттуда отъезда там даже сохранились какие-то активные молодежные организации, которые продолжили работать, как-то троллить власть, пытаться проводить там зомби-парады, еще что-то. Да, вот. Была забавная история, когда я потом в Омск вернулся уже через год и встречался с губернатором, и у нас был разговор на тему, как вообще работать с молодежью и что делать в городе, чтобы молодежь не уезжала. Я думаю, вы прекрасно по себе, наверное, знаете, что основная проблема всех российских городов, регионов, это то, что молодые люди при первой возможности стараются уезжать сначала в региональный центр, а потом в Питер или в Москву, а дальше, если там повезет, в Европу или еще куда-то дальше. То есть своим, особенно маленькие города, как постоянное место жительства и место, где они хотели бы растить детей, учиться, работать, строить бизнес, мало кто рассматривали. Действительно большая проблема, потому что уезжают всегда самые сильные, амбициозные, умные, талантливые. И сейчас каждый город думает, как вот этих вот самых лучших у себя удержать. И мы вот с губернатором Омским говорили на эту тему. И он говорит, мы делаем столько активностей для молодежи. Вот у нас есть прекрасный кадетский корпус, и вот будет 300 лет вот этому корпусу, и мы хотим в городе сделать вот парад, там какой-то месячник кадетов. Вот, это же как здорово, сейчас вся молодежь, она прямо должна обрадоваться. Я ему говорю, я там слышал, у вас молодежь уже 2 года просит зомби-парад провести. Вот, он так, зомби-парад, это вообще ужас, кошмар, это они будут ходить там с отрубленными головами. Нет, конечно, вы что, у нас Омск, это высокодуховный город, никаких зомби-парадов здесь быть не может. Ну, вот вы видели целый час, я пытался объяснить ему, что было бы неплохо все-таки вместо, ну или не вместо, а вместе с парадом кадетов сделать, разрешить еще и зомби-парад. Как раз те вещи, которые действительно город оживляют и позволяют молодежи иметь какую-то надежду, что не все потеряно. Вот Новосибирск в этом плане со своей монстрацией, которая все-таки, насколько я понимаю, сейчас удалось добить и сделать там чуть ли не главным там, городским праздником, самым известным на всю страну, большие молодцы, что вот они смогли это пробить. Вот. А в Омске все очень грустно, и кроме парадов кадетов пока там ничего не происходит. Сейчас, касаемо вопроса об Омске, прозвучала тема, которую я хотел спросить. Именно городские проекты, а именно, как поподробнее рассказать можно? Городские проекты – это общественная организация, которой в этом году будет 2 года. Мы, организация некоммерческая, мы ее организовали вместе с Максимом Кацем, собственно, так и называется. Городские проекты «Дни Варламова» Максима Каца. Максим Кац – это человек, с которым мы как раз в Омске познакомились, в Омске мы придумали. А есть микрофон, который не отключается? Понятно. И как раз в Омске мы эти городские проекты придумали, потому что во многом наша программа, предвыборная программа на должность мэра Омска, она была связана в первую очередь с улучшением города и городской структуры. Воспользовавшись этим опытом, мы приехали в Москву и сделали такую некоммерческую организацию, цель которой на основе наших собственных исследований, на основе мнения нашего экспертного совета и всего остального, давать делать какие-то предложения по улучшению города, проталкивать их и не позволять властям заниматься вредительством. Работаем мы только в Москве, на мой взгляд, достаточно неплохо.
есть у нас много удачных примеров, как удается воздействовать на власти, на все остальное. Надеюсь, в будущем как-то это будет в масштабах России трансформироваться. Но основная проблема там это то, что общественная организация, она существует исключительно на пожертвования жителей. Вот если с москвичей нам удается собирать деньги, то собрать какие-то деньги в регионах почти невозможно, пока люди не могут оплачивать существование каких-то общественных организаций. Так что в регионах это есть, в том числе и в Сыктывкаре, насколько я знаю. Тут остается надеяться, что будут желающие как-то наше начинание продолжать. Вот. Раз. Да. Вот, привет. У меня есть вопрос такой, собираешься ли ты бороться как-то с этим вот штампом о твоей работе с какими-то политическими деятелями? Бороться — это самое лучшее, что происходило. Ты что? Была прекрасная статья после истории с почтой Потупчик. Была прекрасная статья у Олега Кашина, такого журналиста, который назывался «Великий Мурзилка», про меня. Он целую статью там описывал, чем я занимаюсь, и там так был классный такой конец, что если Варламов и Мурзилка, то он великий Мурзилка. Вот, и он там, про мои проекты, что я делал и так далее описывает. Вот, после этой статьи у меня раза в 2-3 там выросли продажи рекламы в блоге, увеличилась аудитория, люди там начали меня читать и так далее. Все пиар, кроме некролога. Поэтому на всякие глупости я внимания не обращаю, тем более в таких историях бесполезно как-то оправдываться, доказывать там другую точку зрения. Как я тебе уже сказал, постоянно эти истории появляются, и отбиться от них вообще никак невозможно. Надо делать то, что ты делаешь, и считаешь правильным, и все. Я вот просто до этого не понимал масштабы таких слухов о тебе. Сейчас запостил свой не особо популярный Инстаграм, и мне тут же из комментариев свято видел, что Варламов практически проститутка. Так замечательно, смотри, видишь, ты опубликовал фотографию, и у тебя там кто-то во что-то свято верит. Это же прекрасно, но замечательно. А еще пост про неработающий микрофон. Нет, не будет. Здравствуйте, меня зовут Дарья, я из Сыктывкара. Я вот хотела спросить, кем ты был до того, как стал известным блогером, и если бы ты не стал известным блогером, кем бы ты был? Смотри, я думаю, ничего бы не поменялось, потому что у меня не было цели там становиться известным блогером. Это было как хобби, которое само собой получилось и само собой может как-то быстро закончиться. Это никак не связано с моим образом жизни, никак не связано с моей работой, с моим бизнесом и со всем остальным. То есть это какая-то сопутствующая вещь, которая просто фоново идет, как один из способов общаться с этим миром. Он завтра может либо закрыться, либо измениться, от этого моя жизнь никак не изменится.